Здравствуйте, в эфире Сабшала. С вами я, Асида Малия. Мы расскажем вам о сегодняшних событиях и не только. Оставайтесь с нами. В духе единения и братства в Карачаево-Черкесии стартовал культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Вся жизнь театр. Свой юбилей отмечает заслуженная артистка Абхазии Наталья Папаскири. Ей исполнилось 65. Секретные документы и уникальные материалы. Расскажем о книге Александра Орлова-Кречмара «Вожди и жертвы ВКПБ». Возвращение на родину. Тело абхазского летчика Сумбата Качканяна, погибшего в Великой Отечественной войне, предали земле и простились с почестями. Культурно-спортивный фестиваль проводится с 2014 года. Он состоит из двух частей – Дня культуры народа Абаза и Игр народа Абаза. Игры народа Абаза – это своеобразная спортивная олимпиада. Сегодня планируется формирование команды зарубежной абхазо-абазинской диаспоры. Игры проведут в высокогорном ауле Псыж Абазинского района Карачаево-Черкесии. Команды будут бороться в 11 видах спорта, среди которых есть и национальные – перетягивание каната, толкание камня, лазание на столб, стрельба из лука. Сборная команда из Абхазии состоит из спортсменов, представителей разных районов республики. На фестивале пройдут народные гуляния, выставки исторических флагов, фотографии народа Абаза, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Мастера представят блюда национальной кухни, также пройдут различные конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Вторая часть фестиваля «День культуры» традиционно отмечается 23 июля вместе с Днем государственного флага Республики Абхазия. О ярких и интересных моментах фестиваля мы будем узнавать от нашей коллеги Сарии Кварацхелия. Не счесть, сколько сердец покорила обаятельная, запоминающаяся, харизматичная, талантливая актриса Наталья Папаскири. 21 июля ей исполнилось 65. 42 из них она на сцене театра. Заслуженная артистка Абхазии работает в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера фактически с момента его основания. С тех пор она мастерски, перевоплощаясь из одного героя в другого, сыграла 24 роли. О ее творческом пути, любви к ремеслу и о жизни за кулисами смотрите в репортаже Гугуцы Вардания. Придумали вот эти штуки на характер. Это вы сами придумали? Да, да. Ну, заказали сначала из того, что было в театре, а потом вот это заказали и накрутили там, чтобы в характере был персонажа. Точно передать характер персонажа, его черты, эмоции, взгляд. Одним словом, каждый раз за несколько часов проживать на сцене целую жизнь и мгновенно попадать в зрительские сердца. Чтобы они жили, как два ребенка, и чтобы к ним никто не подходил. А если подошел бы, то укололся бы. Тысячи теплых взглядов и бурных аплодисментов после каждой роли. Свой юбилей празднует заслуженная артистка Абхазии Наталья Папаскири. Сегодня она, как и обычно, на работе. Несколько часов до спектакля Наталья Папаскири готовится к выходу на сцену, дает нам интервью и одновременно принимает многочисленные поздравления. В гримерке она с другой заслуженной артисткой Анной Гюрегян. Звонят родные и близкие люди. Кажется, что даже стены театра обнимают свою любимицу. Ведь Наталья Павловна играет в нем с 1981 года, с того самого времени, как окончила Днепропетровское театральное училище. И ее вместе с однокурсниками пригласили в Государственный русский театр юного зрителя в Сухум, с которого началась история нынешнего Росдрама. Мы всем курсом приехали, нас там пригласили, посмотрели. Был Михаил Константинович Мархуля, Иван Ахметович Саргуш, он директор был, Мархуля режиссер главный, это же был Советский Союз. Они приехали, у них была поездка, они выбирали выпускников и смотрели их дипломные спектакли. Вот наши им больше всех понравились, дипломные спектакли. А они нас всех одарили мимозой, засыпали, подарками какими-то и сказали, что вот, мы хотим вас позвать. И мы всем курсом 14 человек. Плюс еще люди узнали, что набирается на труппа в ТЮЗ в Сухуме. И все, нам на прощание такой капустник устроили наши там, студенты.
отправляли нас. И мы счастливые приехали. «Маленький цветочек» у нас был первый спектакль. Через какое-то время она уехала вместе с однокурсниками. Однако Наталье Папаскири суждено было вернуться в Абхазию. Ведь здесь она нашла не только любимую работу, но и свою судьбу. Я уехала, а он за мной поехал. А он поехал? Он все бросил и уехал за мной, да. Там мы поженились и приехали сюда. В 84-м осенью я уехала, а в 87-м уже весной мы приехали. В Абхазию. Да. Больше никогда не уезжали? Нет, нет. Сегодня Наталья Павловна примадонна Русдрама и счастливая мама и бабушка. На счету актрисы самые яркие и главные роли. В текущем репертуаре 13 спектаклей. Увидеть Наталью Папаскири можно в разных амплуа. От переживающей и боящейся потерять родного человека в кровавой свадьбе, холодной, но в то же время любящей в Электре, до комедийной и легкой в Ревизоре. Я не могу отсюда выделить. Я люблю и в кровавой свою маму, конечно, и в Электре. Все люблю. И в Ревизоре обожаю эту придурочную Анну Андреевну. Чтобы показать разнообразность ролей, которые проживает актриса, к ее юбилею руководством Русдрама было принято решение посвятить эту неделю Наталье Папаскир. Актриса практически ежедневно будет выходить на сцену в разных и главных амплуа. Вот вы будете отмечать. Я говорю, да, я уже видела. Я никто не видит. Вот пусть приходят в театр ваши близкие вас поздравлять. Мы решили, знаете, уйти от формата такого юбилейного вечера, потому что Наталья Павловна, как я уже говорил, это действующая актриса. Она много играет, у нее много спектаклей. И надо вот показать разнообразные грани ее дарования, потому что вот сегодня, скажем, «Кровавая свадьба», 21 июля, в день ее рождения, а дальше завтра комедия «Красавец-мужчина», потом «Электра», древнегреческая трагедия, «Мама» спектакль, такая современная драма, психологическая драма с элементами мелодрамы. «Оскар» — это просто суперкомедия, где вот зритель 2 часа смеется. Вот разные жанры, чтобы она показала себя зрителям во всей, что называется, во всем разнообразии своего таланта. Наталья Павловна не только яркая актриса, но и наставник, педагог, энергичная и мудрая женщина, отмечают коллеги по сцене. В ее словах и глазах не бывает усталости, рассказывают они. Я ни разу не слышала от Натальи Павловны «я устала». Ни разу. И при этом она еще на сцене там дает такую энергию. Ты думаешь, откуда? Ты такой уже уставший, мама еще, и ты должен на сцене выложиться по полному, а как, сил нет. И Наталья Павловна, которая выходит на сцену и просто... И ты такой, так, я понял, как, хорошо, спасибо, так же попробую. Ну, и всегда очень приятно, знаете, когда после спектакля подходят к Наталье Павловне взрослые артисты театров, в которых мы играем, они постоянно к ней подходят и восторженно, у вас же есть звание, вы народная, вы заслуженная. И мы такие, да, она самая крутая у нас, это наша Наталья Павловна, мы ее никому не отдадим. Вот, она как наш талисман в театре. Где же отмечать день рождения, как не на любимой работе? Ведь для актрисы нет большего праздника, чем театр, и лучшего подарка, чем зрительская любовь. Конечно, конечно, зрительский зал и зрители, их внимание, их дыхание зала – это очень много, очень много. Это актриса, которую можно назвать душой театра. У нас, вот, знаете, очень важно, что когда есть такие люди, которых можно любить, ценить, преклоняться перед ними и делать все для того, чтобы их невероятное дарование, невероятный талант имел возможность для реализации. Сегодня это происходит, и завтра это будет, и послезавтра это будет происходить. Наталья Павловна, мы вас поздравляем! Гугу Савардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.
Фундаментальное издание, раскрывающее новые страницы преступлений сталинизма. Книга «Вожди и жертвы ВКПБ» собрал коллекцию документов по истории репрессий на Кавказе. Эти документы, как ничто другое, дают зримую картину идеологии и практики государственного террора. Известный абхазский и российский общественный деятель и ученый, доктор социологических наук Александр Орлов-Кречмар коллекционировал подлинные письма, протоколы, стенограммы и другие материалы почти полвека. Книга «Вожди и жертвы ВКПБ» доступна для читателей. Ее можно приобрести в сухумских книжных магазинах. Материалы из коллекции Стэнфордского университета США, Государственного российского архива, библиотек и музеев, частных архивов коллекционеров из Германии, Финляндии, Украины, Франции, Абхазии и других стран. Огромное количество материалов, раскрывающие новые страницы политики Коммунистической партии Советского Союза, собраны в более 600 страницах книги «Вожди и жертвы ВКПБ». 20-е и 30-е годы для абхазского народа в большей степени оказались губительными, в особенности репрессивная политика Сталина. Эти трагические страницы истории хорошо отражены в этой книге, которая предназначена не для увлекательного вечернего чтения. Данное издание – попытка взглянуть на историю через призму архивных документов и переоценить некоторые аспекты истории. Я просто комментирую и излагаю те волшебные страницы, которые лежат в моих альбомах. Поэтому оценивать эту книгу как текст, который читают с удовольствием по вечерам, это не совсем так. Эта книга, как и предыдущие выпуски, посвященные истории Абхазии, писалась для того, чтобы находиться в каждой абхазской семье, чтобы ее знали и понимали старшие, учились и познавали младшие. Книга вызвала достойный интерес у рядовых читателей, ведь окунуться в историю через архивные документы всегда интереснее, чем чтение классически изложенного текста. И, конечно же, она привлекла пристальный интерес в научных кругах. Вот как оценивает это издание доктор исторических наук Юрий Анчабадзе. Мне представляется, что документы, представленные в этой книге, позволяют проникнуть в самую кухню сталинщины, сталинской технологии власти. Ведь сталинщина – это была одна из самых трагических, не одна из, самая трагическая страница в истории, когда постулаты извращенной идеи реализовывались извращенными методами, подавление демократического свобод, растоптанного советского народовластия. Алексей Сергеевич создал уникальное собрание материалов об Абхазии, не имеющее себе равных по полноте и разнообразию. И это истинное проявление патриотизма. На страницах книги опубликованы сканы личных писем видных политических деятелей Кавказа, протоколы различных заседаний, материалы дел и допросов, стенограммы. Одним словом, все то, что документирует драматические события 30-х. В ней выделены тематические обзоры, такие как революционный период 20 века в Кавказском регионе, деятельность и начальная карьера Лаврентия Берия, его абхазские связи и близость с Нестором Лакоба, социальные изменения и рост политической напряженности на рубеже 20-х и 30-х годов, политические приоритеты Нестора Лакоба, а также политтехнологии и организационные системы, репрессии в документах партии, документальные следы деятельности НКВД и ряд других разделов. Документы книги значительно расширяют источниковую базу исследований сталинской эпохи. В книге помещены фотокопии самих документов, порой с выцветшим текстом, порой трудночитаемым, и полученные документы дают возможность нового, более детализированного взгляда на события этого периода. Книга выпущена московским издательским домом «Вече» в 500 экземплярах. Несколько десятков экземпляров отправили в Абхазию. В качестве подарка книгу получил кандидат исторических наук, ученый-историк Сослан Салакая. Далеко не каждый гражданин само собой пойдет в архив. Даже если это касается его родственников, знакомых там, и так далее, и он интересуется. Ну, во-первых, это сложно, во-вторых, это имеет какие-то свои правила. Да, конечно, это огромное. Плюс тут есть некоторые вещи, которые публиковались в отрывках или частично, и про которые историки знают, скажем, слышали, или многие использовали их и так далее, но они не публиковались в той или иной, в чистом виде. И вот тут, конечно, это публикации, это огромная роль, плюс, не забудьте, человек действительно
занимался собирательством документов. Сбором материалов Александр Орлов-Кречмар занимался полвека. Он известный абхазский и российский общественный деятель и ученый, доктор социологических наук. Главная задача у всех моих книг одна – противостоять культурному беспамятству, исторической неблагодарности и вандализму. Еще одна особенность книги – это попытка разрушить мифы, легенды, которые слагались, в силу разных причин, на протяжении последнего полувека, а то и более. Так было надо. Писались тексты историками и псевдоисториками, описывались события, которым давался ненадлежащий акцент. Эти документы – правдивая история. Документы никогда не лгут. Рукописные, с автографами, с пониманием ситуации того периода. Они оценивают деятельность первых лиц Абхазской республики, усилия руководителей, те трагические моменты, которые пришлось им пройти. Важнейшие персоны того периода – это Сталин, Орджоникидзе, Берия, Лакоба, Эшпа, Ладария, и множество других персон, которые внесли свой вклад в историографию. Александр Сергеевич – коренной сухумчанин, который окончил школу на золотую медаль, получил 3 высших образования. Долгие годы проработал на разных должностях в Сухуме. На протяжении 12 лет работал заместителем горисполкома, а в период усиления националистического давления со стороны Грузии из-за несогласия с их политикой вышел из членов Компартии и пошел в преподавательскую деятельность. А с началом военных действий он стал мишенью и подлежал уничтожению грузинскими оккупантами. Так он был вынужден покинуть Абхазию. Личность Александра Орлова-Кречмара широко известна в России за ее пределами. Его деятельность не раз заслуживала внимания в научных кругах, а в 2017 году он удостоился ордена Айхтзапша 2-й степени. Я пишу для общества, чтобы люди знали и ценили культурные ценности ушедших поколений, а такие книги должны входить в историю и обязаны быть величественными, написал Александр Сергеевич в одной из своих публикаций. Несомненно, книга «Вожди и жертвы ВКПБ» станет особо важна тем, кто интересуется собственной историей, а историю своего народа, как известно, обязан знать каждый гражданин. Спустя 78 лет кавалера Красного Знамени и Красной Звезды, уроженца Гагры, останки Сумбата Качканяна предали земле с почестями. Установить судьбу и получить останки погибшего 23-летнего красноармейца удалось благодаря международному проекту возвращения имени. Согласно данным, которые получили поисковики, Сумбат был летчиком, стрелком самолета Ил-2. В результате жестокой схватки он был подбит противниками над Кёнигсбергом. И вот спустя 78 лет его останки привезли в Гагры, где по-прежнему проживают его родные. Останки Сумбата Качканяна передали родной земле со всеми воинскими почестями. Благодаря вот таких, как Сумбатом Барцумович, благодаря вот таких молодых ребят, молодых патриотов, людей, которые были воспитаны правильно. Вот чего, наверное, нам порой сегодня не хватает, с чего надо брать пример, вот именно вот с таких вот героев. Без вести пропавшим он, бедный был, значился с января 1945 года. А потом большая благодарность, конечно, вот этому поисковому отряду «Совесть», которые до сих пор, вот столько, скоро 80 лет будет, до сих пор ищут, до сих пор занимаются раскопками. Так произошло, что молодой парень, никого не оставил за собой, семья. Вот здесь есть Соня, которая супруга его брата, вот стоит. Одна из немногих родственников, оставшихся в живых сегодня у него. Хотя бы вы увидели этот день сегодня. Не бойтесь.
На 72-м году ушел из жизни кавалер ордена Леона Наварбий Чанба. Он был в составе первой команды батальона береговой обороны Гудаутского гарнизона. Боевые товарищи отзываются о нем как о надежном друге и храбром бойце. Уже после Отечественной войны народа Абхазии он продолжил службу на должности начальника Гудаутской погранзаставы. В последний путь Наварбия Чанба провожают в его родном селе Хапста. Кавалер ордена Леона, командир подразделения майор Вооруженных сил Республики Абхазии. Мне очень тяжело стоять вот здесь, в этом дворе, и так громко даже разговаривать сложно. Этот двор святой, этот род святой. Именно вот это окружение, которое поблизости, мы где стоим, вот боевые друзья стоят, передать невозможно, сколько приходят, уходят. Это невозможно. Единственная у меня просьба: цените, уважайте ветеранов, делайте возможное и невозможное, чтобы их память осталась навсегда, чтобы молодежь ценила и уважала. Абри айбышраналага яшчаге бышрицейтерги даным гладзакон дехабын даным гладзакона абри перцит убасхана флот амшани по флот абри флот гидара икона усуит убрадя азраш гидар икона айбышринча гидара и азрачоп ихияшкон чисед гланисас хузуго перчена абри закот хацуз еврей баса хачкончан ежей кашксан хацуз еврей басхара تحافظ وبرسخاري حيربيت وبرسخارها باترياتيزم حيربيتها عسيقو أجو حيقظ يكون حسقيانا. Открытая миру ладонь. Завтра, 23 июля, наш народ отмечает праздник – День государственного флага. Путь к государственности был тернист, как и сама история создания главной символики республики. Государственный флаг был утвержден на сессии Верховного Совета Республики в условиях жесткого противостояния абхазской и грузинской фракций депутатов. Созданные по эскизам художника Валерия Гамгия, флаг и герб символизируют свободу и независимость Абхазии. Завтра по всей республике пройдут торжественные мероприятия. В столице праздник отметят широким размахом. О событиях завтрашнего дня вам расскажут наши коллеги в воскресном выпуске Амчепщ. Мы поздравляем вас с наступающим праздником и прощаемся с вами.